В это лето столбик термометра превысил показатель 41 градус в тени. Это означает, что на солнце было все 55. Особенно тяжело такие атмосферные явления переносят люди пенсионного возраста и дети. Врачи предупреждают, с 11 дня до 4 вечера нужно быть предельно осторожным. Старикам и детям поменьше выходить на улицу, особенно после 10 дня до 5 вечера. Если уже вышли, есть такая необходимость выйти, нужно ходить по тенистой стороне, стараться искать тень. Нужно обязательно носить головной убор и с собой иметь хотя бы небольшой объем водички с собой, чтобы компенсировать потерю воды. Высокая влажность, повышенное атмосферное давление – все это последствия сильной жары. Даже работоспособное население ощущает проблему со здоровьем в этот период. А как жара влияет на ваше здоровье? Плохо влияет. Дети в основном больше всего страдают. Потница и настроение плохое, потому что жарко и выспаться не могут. Тяжело дышать от жары. Переношу очень трудно, потому что я сама гипертоник. И переношу без лекарств, без препаратов невозможно. На лицо влияет. Да, на жарение. И вот и глаза красные. Нет, я на солнце не могу выходить. Только в тенечке. Жаркий сезон также доставляет массу проблем для эпидемиологов. За прошедшую неделю зафиксирован рост заболеваемости острыми желудочно-кишечными инфекциями. Причиной тому, считают эпидемиологи, неправильное хранение продуктов питания. Температура в холодильнике должна быть не выше, чем плюс 4 градуса. Ни в коем случае не хранить в подвале, потому что, сами понимаете, температура в подвалах там 12 и выше градусов. И это не способствует сохранению качества этих пищевых продуктов. Кроме кишечных инфекций могут обостриться и другие заболевания. К примеру, неврологическая патология, откуда следует повышенная раздражительность. Страдает нервная система, гипертоники очень страдают, сердечно-сосудистая патология очень участилась. То есть декомпенсируются больные, которые имеют хроническую такую патологию. То есть гипертонические кризы дают, какую-то декомпенсацию сердечную дают, различные аритмии, что, наверное, связано и с перегревом, и с ионными сдвигами. То есть мы с потом теряем очень много ионов калия. Если вы почувствовали чрезмерную потливость, головокружение, одновременную слабость всех групп мышц, учащение пульса, нечеткое сознание – это все признаки теплового шока. В таких случаях незамедлительно обращайтесь к доктору, советуют семейные врачи.